Labvakar visiem! Sveicu jūs visus Jēzus Kristus vārdā, ar kuriem vēl neesmu paspējis sasveicināties. Bija liels prieks aizlūgt par Igoru un par Uldi. Jā. Приветствую вас именем Господа. Был рад действительно помолиться за Улдиса и Игоря. Jā, var tiešām redzēt, ka Dieva gars ir mūsu vidū. И видеть, что Дух Господень среди нас. Tas pats gars, kurš uzmodināja Jēzu no mirušajiem. Тот самый Дух, который воскресил Иисуса Христа из мертвых. Un tieši Jēzus Kristus augšām celšanās dēļ И из-за воскресения Иисуса Христа mums ir prieks un paļāvība par spīti visām bēdām. у нас есть, мы имеем радость и уверенность, несмотря на все беды и невзгоды. Un, ja vajadzētu svētdienai nosaukumu, И если мне пришлось бы дать название проповеди, tad tas būtu prieks un paļāvība par spīti visām bēdām. я бы назвал это радость и уверенность, или радость, уверенность в Боге, несмотря на все беды. Un es aicinu, ka tiem, kas ir, var atvērt bībeles. И те из вас, которые имеют Библию, я приглашаю вас открыть. Pravieša Habakuka grāmata, 3. nodaļa, 17. līdz 19. pants. Третью главу книги пророка Аввакума. Это один из малых пророков. Большие пророки, потом малые идут. И книга пророка Аввакума, 3 глава. И мы прочтем, Jā, начиная с 17 стиха. jā, tātad Habakuks viņš ir mazais pravietis, un tā ir tāda maza grāmata bībelē ar 3 nodaļām. Аввакум считается одним из малых пророков, и его книга пророка Аввакума состоит только из 3 глав. Un es aicinu, ka tie, kas var piecelties un ieklausīties Dieva vārdu lasījumā. И те, которые из вас могут встать, я хочу вас пригласить встать и вникнуть в прочтение Слова Божьего. Tātad Habakuka grāmata, 3. nodaļa, 17. līdz 19. pants. 17 по 19 стих, 3 глава пророка Аввакума. Ja vīģis koks arī neziedēs, un vīna kokam nebūs ogu, un ja nepiepildās arī cerības, kādas bija liktas uz eļas kokiem, un arī tīrumi nesniedz nekādu barību, ja sīklopi būtu izzuduši no aplokiem, un kūtīs nebūtu arī vairs neviena lielopa, tad es tomēr gribu gavilēt savam kungam un likt izpausties savam priekam par savu glābēju, savu Dievu, jo Dievs tas kungs ir mans spēks un darīs manas kājas vieglas kā kalnu kazai, un pāri maniem augstumiem rādīs man ceļu un vadīs mani. Nodziedāt stīgu mūzikas instrumenta pavadībā. Аминь. Аминь. Хотя бы не расцвела смоковница, и не было плода на виноградных лозах, и маслина изменила, и нива не дала пищи, хотя бы не было овец в загоне рогатого скота в стойлах, но и тогда я буду радоваться о Господе и веселиться о Боге, спасение моего. Господь Бог, сила моя, Он сделает ноги мои, как оленья, и на высоты мои возведет меня, начальнику хора. Аминь. Lūksim Dievu. Помолимся. Visvarenais Dievs, paldies par Tavu vārdu, kas ir patiesība. Всемогущий Бог, мы благодарны за Слово Твое, которое является истиной. Nāc un apgaismo ar to mūsu savā patiesībā. Приди и освети этим Словом и своей истиной, Lai mēs spējam atšķirt, kas ir labs un kas ir ļauns. чтобы мы могли различить хорошее от зла, Atmest to ļauno no mūsu dzīves выбросить зло из нашей жизни un paturēt to, kas ir labs, и оставить то, что благо и доброе, kas ir šķīsts то, что чисто un kas nesīs godu Tev, Dievs. и которое принесет славу Тебе.
Nāc un uzrunā mūs šajā brīdī. Господи, приди и проговори к нам. Jēzus vārdā, amen. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Droši sēdieties. Садитесь, пожалуйста. Gribētu iesākt ar jautājumu jums. И хотел начать с вопроса, адресованного к вам. Kurš no jums kādreiz ir iestādījis kādu augu vai garšu augu? Кто-нибудь из вас когда-нибудь либо посадил ли растение? Ir vairāki te nodarbojušies ar dārzkopību, ja? Значит, немало тех, которые из вас занимались садоводством. Un kurš varbūt nonākot līdz ražas sezonai, ir paskatījies un sapratis, ka nekas nav izaudzis. И кто из вас, еще не доходя до сезона плодов, посматривал, что ничего еще до этого не выросло? Kādam ir tā gadījies, man ir. Кто-нибудь посматривал, выросло или нет? У меня такое было. Un tad mēs uzdodam jautājumu, kāpēc tā? И тогда, конечно, мы задаем вопрос, а почему так? Kurš no mums varbūt ir cerējis iegūt kādu īpašumu? Кто-нибудь из вас хотел получить недвижимость? Bet arī, Недвижимость или материальное благо. jā, bet arī tas nav izdevies. И это не получалось. Vai kādu vērtīgu lietu, Или что-то ценное или драгоценное. un arī tā nav sanācis to nopirkt. И это не получилось приобрести или купить. Un kurš ir cerējis uz kaut kādu sapņu darbu? И кто, может, mечтал о своей работе сердца или о работе мечты? Varbūt kādu varbūt varat nosaukt darbus, ko jūs gribētu darīt, ja jūs varētu izvēlēties strādāt jebko. Если вы могли бы назвать работу, если вы могли действительно работать и заниматься тем, что хотите. Jā, Я хотела бы работать помощником повара. И хотела бы в Доме Божьем помочь людям готовить, чтобы люди всегда были сытыми. brīnišķīgi. Чтобы еда была приготовлена вкусно, и люди всегда, и во славу Богу, чтобы всегда люди были сытыми. Jā, brīnišķīgi. Замечательно. sapnis. Varbūt vēl kāds darbs, kāds gribētu. Я хотел бы у руля сидеть. Jā, Это, можно сказать, мечта во всей моей жизни. Vēl ir iespējams. Я хочу сказать, еще возможно. vēl ir iespējams. Var nākt pastāstīt Efraimam, viņš palīdzēs to nokārtot. Да, Гунтес, ты можешь прийти к Ефраиму, сказать, и он поможет это совершить. Jā, labi. Jā, un kurš varbūt ir vēlējies veidot ģimeni А кто из вас хотел создать семью un saņemt no Dieva bērniņu? и получить от Бога детей? Я бы хотела. Jā, bet tomēr tas nav vēl piepildījies. Но это еще не произошло, это еще не случилось. Un tad, kad nepiepildās šīs lietas, mēs uzdodam šo lielo jautājumu, kāpēc? А тогда, когда мы уже не ожидаем то, что мы желали получить, конечно, возникает вопрос, а почему это произошло так? Почему не получаем? Vai man nav bijušas pietiekami labas prasmes, Недостаточно у меня было навыков, vai man nav bijis pietiekami daudz naudas, недостаточно ли денег было, vai es neesmu pietiekami izskatīgs. или по виду я не столь привлекателен. Varbūt citi cilvēki nav manī saskatījuši to potenciālu. Может, другие не увидели тот скрытый потенциал во мне, Nav noticējuši, ka es to varēšu izdarīt. не поверили, что я смогу это сделать. Vai varbūt otrs cilvēks nav mani mīlējis ar tādu pašu mīlestību, kādu es mīlu viņa. Может быть, другой человек не любил, не возлюбил меня такой же любовью, такой степени, как я его любил. Tad kas ir tas iemesls, kāpēc mūsu sapņi nevienmēr piepildās? В чем же причина? Почему не всегда сбываются
наши мечты. Ir cilvēki Bībelē, kas Dievam arī ir jautājuši jautājumus. И в Библии мы видим также людей, которые задавали вопросы Богу. Piemēram, Ieps, kurš zina Iebu? Например, Иов, кто из вас его знает? 21. nodaļā, 7. pantā, viņš saka šādi. И в 21 главе мы читаем, в 7 стихе он говорит следующие слова. Kāpēc bezdievīgie paliek dzīvi, top veci un pieņemas pat varenas spēkā? Почему безбожные, они доживают или проживают долгие года, и они еще набираются в силе? Arī mēs lasījām iepriekš 88. psalmu, un tur 15. pantā ir teikts. И мы читали 88 и 87 псалом, и там сказано. Kāpēc tu, kungs, atstum manu dvēseli un apslēp savu vaigu no manis? Почему, Господи, Ты отвергаешь мою душу и закрываешься от меня? Vai Mateja evaņģēlijā 17. nodaļā 19. pantā Jēzus mācekļi saka kaut ko Jēzum jautā? И в Евангелии от Матфея, в 17 главе, 19 стихе, ученики Иисуса задают вопрос. Kāpēc mēs viņu nevarējām izdzīt? Почему мы не смогли изгнать его? Runājot par ļaunu garu. Здесь речь идет о духе зла, о злом духе. Varētu arī mēs uzdot jautājumu Dievam, Dievs, kāpēc es netieku vaļā no šīs atkarības? Также мы можем задать вопрос Богу, почему я не могу освободиться еще от этой зависимости? Un es mēdzu uzdot Dievam dažādus jautājumus. Я постоянно задаю Богу разные вопросы. Un kurš no jums reizēm paredz to, kā Dievam būtu jāatbild? И кто из вас предполагает, как Бог должен был бы ответить? Kādam ir tā bijis tāda sajūta, Dievs, tev ir šādi jāatbild uz šo lūkšanu. Манарибия. У вас была эта возможность, не возможность, а кто-то из вас имел вот такое представление, как же Бог должен ответить? Bet Dievs, visas lietas ir zem Dieva varenās rokas. Конечно, все подвластно Богу, под Его рукой. Un mēs varam lūgt, bet tas ir Dieva nodoms, vai viņš atbildēs. Мы можем молиться, но существует Божий замысел. Piemēram, pastāstīšu par savu dzīvi. Расскажу немного о своей жизни. Man šķita, ka es kļūšu par pētnieku. Мне казалось, что я стану исследователем, Ceļošu pa pasauli буду путешествовать по миру un pētīšu ledājus. и буду исследовать ледники. Īslandē, Grenlandē, Antarktikā. В Исландии, в Гренландии, в Антарктике. Tas bija mans plāns. Это был мой план. Es pabeidzu augstāko izglītību ģeoloģijā, Я получил высшее образование по геологии, tad es vēlāk iestājos maģistrā, потом поступил на магистратуру. bet dziļi sirdī man bija tāda sajūta, ka esmu tur, kur man nav jābūt. Но глубоко в сердце осознавал, что я не нахожусь на том месте, где должен находиться. Un uz sajūtām nevienmēr var paļauties, Не всегда мы можем положиться на свои ощущения. paļauties vajag uz Dievu, amen. Всегда надо полагаться на Бога. Аминь. Bet es meklēju un uzdevu Dievam šos jautājumus. Kas ir mans aicinājums? Но я продолжал поиск и задавать Господу вопрос, в чем же мое призвание? Какое мое призвание? Un pirmais, ko es uzdevu, bija, Dievs, kāpēc es te studēju? И первый из вопросов, Господи, а почему я продолжаю учебу здесь? Arī to var uzdot šodien Dievam jautājumu. Также и ты можешь задать Богу вопрос. Dievs, ko es te daru? Господи, что я здесь делаю? Dievs, kāpēc es strādāju? Почему я работаю? Vai Dievs, kāpēc es nekur nestrādāju? Или, Господи, почему у меня нет работы, и я не работаю нигде? Vai tu man teici, lai es te esmu, tāpēc, ka es gribu piepildīt savus sapņus? Или ты сказал мне, я должен находиться здесь, чтобы исполнить свои мечты?
Vai arī tomēr es attaisnojos, ka esmu šeit, lai es tikai varētu nopelnīt naudu? Или я оправдываюсь тем, что я нахожусь здесь только для того, чтобы заработать деньги. Vai arī es atnāku šeit tikai tāpēc, lai varētu paēst zupu? Или, например, прихожу сюда, чтобы мог поесть суп. Un es pats uzdevu šo jautājumu Dievam, kāpēc? И я задал этот вопрос Богу. Почему? Jo, ja es neatrastu šo atbildi, kāpēc, Потому что не найдя ответ на вопрос «почему», tad es nevarētu izdomāt arī, kā. я бы не мог предположить или продумать «как». Un es būtu bez tāda stingra pamata. И у меня бы отсутствовала бы такая твердая почва. Un tās turpināja jautāt Dievam, Dievs, ko tu gribi, lai es daru? И это мне задает вопрос: Господи, что же ты хочешь, чтобы я делал? Un man pavērās tāda iespēja 2022. gada vasarā doties. Jā, И летом 2022 года у меня открылась одна возможность. man bija iespēja doties svētceļojumā uz Izraēlu. У меня была возможность отправиться в паломничество или путешествие верующих в Израиль. Man bija diezgan maz naudas, У меня было мало денег. tāpēc es dzīvoju vislētākajās vietās un arī bieži stopēju mašīnas. Из-за того, что было мало денег, я жил скромно в самых дешевых местах и часто останавливал автостопом машины. Laikam, Проезжал автостопом. laikam izskatījos pietiekami pieklājīgs, lai man paņemtu mašīnās. Наверное, выглядел достаточно приличным, чтобы машины останавливались. Un vienu dienu man bija arī iespēja būt mesijānisko jūdu kopienā. И один день у меня была возможность посетить мессианских иудеев. Un es varēju kopā slavēt un lūgt Dievu ar viņiem. И в этой общине я мог тогда прославлять и молиться вместе с ними Богу. Un tas ir tas mazumiņš jūdi Izrēlā, kas arī tic Dievam caur Jēzu Kristu. Это малая часть иудеев, которые верят в Иисуса Христа в Израиле. Un tas bija tik spēcīgi dziedāt, cik liels ir mans Dievs latviski, ebrejiski, arābiski, angliski, visās valodās. Это было настолько великолепно петь, насколько велик Бог на иврите, на латышском, на английском. Un būt vienā svētajā garā ar И быть viņiem. вместе объединенным Духом Святым. Tas bija man tāds ļoti spēcīgs piedzīvojums ar Это Dievu. было яркое для меня происшествие. Un man bija sajūta, ka Dievs man nes uz rokām cauri Izrēlai un pagodinās arī. Это было такое ощущение, что Бог меня несет на своих руках через весь Израиль, Piemēram, прославляя Его. bija viens gadījums, kad man ļoti sāpēja vēders. Был случай, когда схватило живот, заболел живот. Iespējams, bija sēdies pa daudz maizes, Скорее всего, переел слишком много хлеба. un es slavēju Dievu, un no šīs Dieva slavēšanas sāpes, piemēram, pārgāja. Я благодарил Бога, и от прославления Бога эта боль удалилась. Vēlāk atnāca atpakaļ, bet uz to brīdi Dievs noņēma nost. Во время прославления удалилась, потом она возвратилась обратно. Jo nu jau reizēm jāpadomā arī, ko tu ēd. Потому что иногда надо тоже подумать, что же ты ешь, да. Un tā es atbraucu uz Latviju, И так я вернулся в Латвию. un man bija draugs, kurš studēja Baltijas pastorālajā institūtā. И у меня был друг, который тогда учился в Балтийском пасторальном институте. Un tā ir vieta, kur tu vari mācīties un kļūt par kalpotāju, un arī tev var ordinēt baptistu baznīcā. И это место, где ты можешь учиться, и ты стать в конце служителем, а также ты можешь быть рукоположен как пастор Баптистской церкви. Jā, un viņš man paaicināja, un es aizgāju uz lekcijām un klausījos, ko tur māca. Он меня пригласил, я сходил на лекции, чтобы услышать, о чем же там учат. Un atceros, pirmajā dienā mācīja tāds misionārs Pēters Eisāns. И я помню, первый день
учил миссионер, пастор Петер Сейсанс. Un bija ļoti aizraujoši, kā viņš stāstīja par misijas braucieniem visu kaut kur pasaulē. Это было очень увлекательно слышать его рассказ о миссионерских путешествиях по миру. Tad bija arī profesors no Amerikas, В тот же самый день говорил и профессор из Америки, un viņš stāstīja kaut kādu līdzību. и он рассказывал какую-то притчу. Un viņš izmantoja 20 eiro. И в притче, в рассказе он использовал банкноты 20 евро. Un es pieteicos kā brīvprātīgais atbildēt, И я отозвался как, чтобы ответить на вопросы. jā, un viņš man iedeva šos 20 eiro, И он мне дал эти 20 евро. un es domāju, nu es tev došu apakaļ. И я думаю, ну хорошо, я тебе отдам обратно. Bet viņš teica, nē, tu vari paturēt. А он сказал, нет, ты можешь придержать при себе. Priekš manis tas bija, wow, kāds man tikko iedeva 20 eiro. Для меня это было что-то необычное. Кто-то сейчас мне дал денежную купюру 20 евро. Un es varēju ar kursabiedriem aiziet kopā paēst pusdienas. И я вместе с студентами по курсу мог пойти, мы смогли сходить на обед. Jo zināju, ja es kaut ko pa brīvu esmu saņēmis, es tajā gribu dalīties ar citiem. Потому что я хорошо осознаю, если я что-то получил даром или бесплатно, я хочу с этим поделиться с другими. Un tā šī viena nedēļa studijās man tik ļoti aizrāva, kad es paliku un turpināju mācīties BPI. И это настолько меня увлекло и завлекла эта неделя, что я продолжил учебу в институте, в ППИ. Un kādas bija sekas šim lēmumam? И какие были последовательности, последствия этому решению? Nodot savu dzīvi kā instrumentu Dieva rokās. Отдать свое сердце как инструмент в Божьи руки. Pirmkārt, es pārtraucu savu karjeru ģeoloģijā. Во-первых, я должен был прекратить, и я прекратил свою карьеру, связанную с геологией, Kur man solīja lielu naudu un projektus. где были обещаны большие деньги и большие проекты. Otrkārt bija pretestība no cilvēkiem. Также я столкнулся с противодействием со стороны людей, Pat ļoti tuviem, именно даже с очень близкими людьми, kuri teica, ka šī nav pareizā izvēle, которые указывали, говоря, что это неправильный выбор, ka tam nav nekāda perspektīva, что это не имеет никакого будущности, kā es dzīvošu чем я буду жить, на что я буду жить, un kā es varu atstāt jau savu iesākto izglītību. и как я могу бросить теперь начатое образование. Un treškārt, man bija jāsāk uzrunāt cilvēki, kuri būtu gatavi ziedot man. И третье, как я смогу обращаться людям, которые будут готовы жертвовать мне, Lai es varu studēt, jo studijas bija 4 dienas nedēļā, чтобы я мог продолжить учебу, потому что учеба была 4 раза в неделю. pa nedēļas nogalēm ir jākalpo kaut kur, А в конце недели ты должен служить где-то. bija jābūt pazemīgam un jājautā, lai cilvēki, man ziedo. Ты должен был быть кротким и спрашивать у людей, согласны ли они пожертвовать на учебу. Līdz ar to izvēlēties sekot Jēzum, tam vienmēr ir kādas sekas. Потому что, избирая следовать за Иисусом, это всегда влечет какие-то последствия за собой. Nereti tas ir atmest veco dzīvi un sākt jaunu. Это иногда бывает полностью оставить образ прежней жизни и начать новую. Atmest alkoholu pudeli un sākt dzert ūdeni. Бросить алкоголь и начать пить воду. Vai arī, neiet vairāk uz bāru, bet iet uz baznīcu. Забыть дорогу в бар и идти в церковь. Jā, ir prieks, ka jūs visi esat šeit, jo jūs meklējat Dievu. Amen. И я рад, что вы здесь, потому что вы все ищете Бога. Un kā šis viss stāsts sasaucās ar šodienas rakstu vietu? И как же эту историю можно связать с местом Писания, которое мы сегодня услышали?
Tātad tas, ko mēs lasījām šīs dienas rakstu vietā, tur ir izcelts šis vārdiņš ja. И когда мы читали это место, там есть одно слово, которое означает «если». Kas nozīmē, ka tas viss var neizdoties, jo autors neraksta, Потому что «если» означает, что это может и не сбыться, потому что автор не пишет, vīģis koks ziedēs, что смоковница, она будет цвести, vīna kokiem būs ogas, виноградник будет иметь свои плоды, visas cerības piepildās, все желания и мечты, они сбываются, tīrums sniedz barību, Нива дает свой урожай, pilni aploki ar dzīvniekiem и очень много скота, un kūtīs pilns ar lielopiem. и везде достаточно крупного и мелкого скота. Un tad es gavilēju kungam, un mans prieks ir par savu glābēju un Dievu. И тогда я возвеличил свой голос и благодарил Господа Бога. Viss tas, ko pasaule mums saka, Все то, что мир нам гласит или говорит, ka viss pēc kā tev ir jādzenās, ir все, зачем ты должен гнаться, slava, слава, nauda, деньги, karjera, карьера, ietekme. влияние. Bet pravietis Habakuks atklāja kaut ko. Но пророк Аввакум нам открывает нечто. Ja kāds grib pierakstīt, tad šī pirmā lieta ir, И первое, если кто из вас желает записать, является, ka labklājība un panākumi nav priekšnosacījums, lai tuvotos Dievam. что Labklājība un panākumi nav priekšnosacījums, lai tuvotos Dievam. успех и благосостояние не являются причиной, чтобы мы приближались к Господу или Богу. Un arī Благосостояние и наш успех не являются той причиной, чтобы мы приближались к Господу. Un arī vēstules ebrejiem autors 13. nodaļā, 5. līdz 6. pantā saka, И автор послания евреям в 13 главе, в 5 и 6 стихе говорит, jūsu dzīvē, lai nav mankārības, чтобы не было в вашей жизни корысти, lai jums pietiek ar to, kas pie rokas, чтобы вы имели то, что у вас есть под рукой. Извините мой перевод. jo viņš pats ir sacījis, Потому что он сам сказал, es tevi neatstāšu я не оставлю тебя un tevi и nepametīšu. не покину тебя. Tā, ka mēs droši varam sacīt, Так что мы можем смело провозгласить, tas kungs ir mans palīgs, Господь, помощь моя, es nebīšos, помощник мой, не убоюсь я. ko cilvēks man darīs. И что сделает человек мне? Un tieši tāpēc mēs lasām, ka Habakuka 3. nodaļa, 17. un 18. pants. И поэтому мы читаем в книге пророка Аввакума, 17 стих, Ja vīģis koks arī neziedēs, un vīna kokam nebūs ogu, un ja nepiepildās arī cerības, kādas bija liktas uz eļas kokiem, un tīrumi nesniedz nekādu barību, ja sīklopi būtu izduši no aplokiem, un kūtīs nebūtu vairs neviena lopa, tad es tomēr gribu gavilēt savam kungam un likt izpausties savam priekam par savu glābēju, savu Dievu. хотя бы не расцвела смоковница, и не было плода на виноградных лозах, и маслина не давала плода, и нива не дала пищи, хотя бы не было овец в загоне и рогатого скота в стойлах, но и тогда я буду радоваться о Господе и веселиться о Боге спасения моего. Par spīti visam es slavēšu savu kungu. Несмотря на все, я буду прославлять своего Господа. Un Habakuks arī savā grāmatā izsaka tādas divas sūdzības Dievam. И в книге пророк Аввакум, он высказывает два возражения, или можно сказать, высказывает две, как внутренние обиды к Богу. Šis kontekstam, lai jūs Это для saprastu. контекста.
Un uz katru no šīm sūdzībām Dievs atbild Habakukam. И из каждых на этих жалоб, Бог отвечает ему, Jā, pravietim Habakukam. пророку Аввакуму, на эти две жалобы. Un pirmā sūdzība ir par to, И первая жалоба ka о viņš, том, ka Habakuks sauc uz Dievu pēc palīdzības, что Аввакум взывает о помощи, bet viņam ir sajūta, ka Dievs viņu nedzird, но у него есть ощущение, что Бог не слышит его. jo apkārt notiek varmācība, Потому что вокруг везде происходит насилие, mokas, мучение, domstarpības, разногласия, naids ненависть un tā tālāk. и так далее. Un ko atbild Dievs? И что же Бог отвечает? Habakuka 1. nodaļa, И это мы можем прочесть в первой главе книги Аввакума. 5. pantā Dievs saka: И в 5 стихе говорится: Es darīšu kaut ko jūsu dienās, «Я сотворю ваши дни, kas jums būtu neticams, ja jums to stāstītu. es atradīšu precīzi. Jā, es darīšu kaut ko jūsu dienās, kas jums būtu neticams, ja jums to stāstītu. Otrā puse sāk. Jā. Es mēģinu atrast krievu valodā. Jā, Habakuka, ja? jā. И, отрā daļa. «Ибо я сделаю во дни ваши такое дело, которое вы не поверили бы, если вам рассказывали». Un cik bieži mūsu dzīvēs tā ir, И как часто такое происходит в нашей жизни. ka, ja Dievs jums kaut ko teiktu, Если Бог бы нам что-то сказал, jūs varbūt nemaz neticētu, ka viņš jums to piepildīs. что Господь исполнит сказанное вам, Kad dzīvē ir tik grūti paļauties uz Dievu plānu, что в жизни настолько трудно положиться на план Божий, uz viņa veidu, kā ieviest taisnību, на Его способ, как внедрить в жизни правду, ka Dievam ir savs laiks un sava vieta tam, что Бог имеет свое время и место тому, ko viņš plāno īstenot. что Он намерен реализовать. Es iepriekš lūdzu par Igoru, Я молился до этого про Игоря, У нас- за Игоря. un es aizlūdzu un jautāju, Igor, kā jūties? Я помолился и задал Игорю вопрос: как ты себя чувствуешь? Un viņš teica, tagad neko nejūtu īpaši, Ничего особенно сейчас не чувствую. bet, mēs ticam, ka Dievam ir savs laiks, Но мы верим, что у Бога есть свое время. savs laiks, kad viņš atbrīvos Igoru. Свое время, когда Игорь получит освобождение. Un tad, kā teica brālis par gribas spēku, И как же брат упомянул насчет силы воли, tu gribi un tu lūdz Dievam, ты хочешь, ты желаешь, и ты просишь Бога. tu saki, Sātan atkāpies Ты говоришь слова: «Отойди от меня, дьявол», un paļaujies, ka Dievs darīs. и полагаешься на то, что Бог сотворит. Un tu to dari atkal, И ты делаешь это заново, tu nāc atkal uz dievkalpojumu, снова приходишь на служение, tu ej mājās un tu atkal krīt uz ceļiem, ты приходишь дома, снова встаешь на колени, un tu lūdz Dievam žēlstību. и ты молишься Богу о милости Tik ilgi, kamēr Dievs tevi atbrīvos. до тех пор, пока Бог освободит тебя. Jo es varu būt darbarīgs Dieva rokās, Потому что я могу быть инструментом в руках Божьих. vai tieši pretēji es varu stāties Dievam ceļā. Или я могу стать наперекор Богу. Un otrā sūdzība, ko Habakuks saka, И вторая жалоба, о которой говорит Аввакум Господа, ir par to, ka Habakuks nespēja noticēt, ka Dievs tiešām izmantos Babiloniju. что Аввакум до конца не может поверить, что Господь будет использовать Вавилон. Šo bezdievīgo un nežēlīgo valsti, Это безбожное государство. Это жестокое и безбожное государство. mēs pagājušajā reizē svētdienā lasījām, kā Babilonija vēlāk iznīcināja Asīriju. Мы на прошлом богослужении мы читали и говорили о том,
как в Вавилоне они уничтожили ассирян, Un šo pašu, царство ассирийское. un šo nežēlīgo valsti izmantos, lai sodītu Izraēlu tautu. И это жестокое государство, оно будет использовано как бич, как орудие, чтобы произвести суд над Израилем. Sodīs par ko? Par to, ka viņi ir atkāpušies no Dieva. И судить о чем? О том, что они отошли от Господа, Бога. Un Habakuks patiesībā no Dieva saņem vēsti, ka būs traki. И Аввакум получает весть от Бога, что действительно наступят ужасные времена. Babilonieši uzbruks un iekaros Izraēlu. Вавилон нападет на Израиль и завоюет его. Bet pa vidu gaidāmajam karam un grūtajiem laikiem Но посередине, между этих войн, Dievs Habakukam dod norādījumus un apsolījumu. Бог дает Аввакуму обетование и указания. Un to mēs lasām Habakuka grāmatas 2. nodaļā. И об этом мы читаем в 2 главе книги Аввакума. 2. panta, 2. puse līdz 4. pantam. 2 половина 2 стиха по 4 стих. Un Dievs saka Habakukam: И Бог говорит Аввакуму: apraksti tevis redzēto parādību un uzraksti to uz plāksnēm, lai to ik viens viegli var lasīt. Šī parādība īstenosies noteiktā laikā, un tās īstenošanās steidzīgi tuvojas, un pat ja tās piepildīšanās vilcinātos, tad tomēr stipri būs cerēt uz to, jo tas viss nakti nāks un nekur nepaliks. Lūk, uzpūtīgs un pārgalvīgs savā sirdī ir iekarotājs, bet taisnais dzīvos savas paļāvīgās ticības dēļ. И сказал Господь: запиши видение и начертай ясно на скрижалях, чтобы читающий легко мог прочитать. Ибо видение относится к определенному времени и говорит о конце и не обманет, хотя бы и замедлило. Жди его, ибо непременно сбудется и не отменится. Вот душа надменная не успокоится, а праведный своей верою жив будет. Un tas, ko Habakuks rakstīja, tas, ko mēs lasām, tie svētie raksti, un tas jau tika rakstīts pirms aptuveni 2600 gadiem. И то, что мы читаем, это священное Писание, и то, что Аввакум писал, это он писал примерно 2600 лет до рождения Христа. Tad Habakuks to uzraksta vecajā derībā. Это написано во времена, если определить, Ветхого Завета. Un pēc Habakuka paiet aptuveni 600 gadi, un tad Pāvils to raksta jaunajā derībā. Mēs varētu teikt, ka mēs pāršķiram no vecās uz jauno. Tas bija 600 atpakaļ no mūsu vārda. Jā, un tad pēc 600 gadiem Pāvils raksta. Viņš raksta 600 gadus līdz Kristum. Pēc Habakuka, jā. Habakuks, jā. Jā. Извините, небольшая поправка. Аввакум писал с нашего времени 2600 лет, да? И 600 лет после Аввакума уже апостол Павел пишет. Un vārds sakot, Pāvils Galtiešu draudzei iedrošina Jēzu sekotājus ar šādiem vārdiem. И Павел пишет Галатейской церкви следующие слова ободрения. Ticībā taisnais dzīvos. Верою праведный будешь жить. Ticībā taisnais dzīvos. Верою праведный будешь жить. Un arī vēstules ebrejiem autors dod drosmi Dieva bērniem. И также смелость дает автор послания евреям, детям Божьим. Ka tie, kas paļausies uz to kungu un ticēs, tie dzīvos. Что будут жить те, которые будут уповать на Господа. Un arī viņš saka vēstulē ebrejiem 10. nodaļā, arī tur ir teikts, mans taisnais no ticības dzīvos. И в 10 главе послания евреям сказано также эти слова. Праведник верою жив будет. Taču, ja viņš atkritīs, но если он отойдет от Бога, manai dvēselē pie viņa nebūs lapatikas. не благоволит душа
тому, который оставляет меня. Tomēr mēs neesam tie, Но мы не из тех, kas atkāpjas, которые отходят от Бога, lai tiktu pazudināti, чтобы те, которые отходят от Него в погибель, bet kas tic, но те, которые веруют, lai izglābtu dvēseli. те, которые верят, чтобы их душа обрела бы спасение. Un tas ir rakstīts Ebrejiem 10, 38 līdz 39. Это написано 10 глава, 38 по 39. Евреям 10 глава, 38 по 39 стих. Ja viss izdodas, Если во всем имеем успех, ir patīkami augļi, приятные плоды, līdzekļi pār pārīm, достаточно средств, сверх того. tas ir ļoti labi. Несомненно, это хорошо. Slava Dievam! Благодарность Богу. Paldies par mašīnu, Спасибо, благодарность Богу за автомобиль, машину. paldies par naudu kabatā. Спасибо за деньги, которые имеем в кармане. Tas viss ir ļoti labi, Это все, несомненно, хорошо, очень хорошо. bet tas nedrīkst būt pāri tavam priekam un gavilēm par savu kungu. Но это не должно стоять выше радости, твоей радости о Господе, To pašu kungu, того самого Господа, Господина, kurš ar ēzelīti iejāja Jeruzalemē который на осле ехал в Иерусалим, un tika piesists pie krusta Golgātā. который был потом распят на кресте Un trešajā dienā augšām celās no miroņiem, и на третий день воскрес из мертвых, uzvarēdams nāvi победив смерть, un tiekot paaugstināts pie tēva labās rokas. и был возвышен по правую руку Отца. Un manta nedrīkst būt pāri tavam priekam. Manta. И вещи не должны пребывать выше твоей радости, Ka glābējs tavs Dievs tevi ir izglābis no tumsas что Спаситель вырвал тебя из тьмы un ievedis savu mīļotā dēla valstībā. и вел тебя в царство своего возлюбленного Сына. Jo, kā ir teikts Kolosiešiem 1. nodaļā 13 līdz 14, И как сказано в послании к Колоссянам, 1 глава 13-14, viņš mūs ir izrāvis no tumsas varas Он нас вырвал из власти тьмы un pārcēlis savu mīļā dēla valstībā, и перенес в царство своего возлюбленного Сына, kurā mums ir dota pestīšana в котором нам дано спасение un grēku piedošana. и прощение грехов. Bez tā nebūtu ne pestīšanas, ne grēku piedošana. Без этого мы не могли бы иметь ни прощения грехов, ни спасения. Un arī ieklausies šajos divos pantos, Habakuka 3. nodaļa, 18. un 19. pants. И вникни, и обрати внимание на эти два стиха, которые написаны в 18 стихе 3 главы книги пророка Аввакума. Jā. Habakuks saka, pat ja nebūtu nekā, mēs varētu mūsdienu valodā teikt, На нашем современном языке мы могли сказать, если бы мы не имели ничего, pat ja nav naudas, nav mašīnas, нет nav денег, nekā, машины, ничего, работы нет. es dzīvoju patversmē, Я живу в приюте, должен ночевать в man ir приюте. veselības problēmas, Также имею проблемы со здоровьем. es nevaru tikt vaļā no alkohola. Я не могу освободиться от зависимости от алкоголя. Ja es neuzsmēķēju, man trīc pirksti. Если я не смогу выкурить сигарету, у меня начинают пальцы дрожать. Esmu atkarīgs cilvēks. Я зависимый человек. Un man ir sajūta, ka es nekad nemainīšos. И у меня есть ощущение, что никогда ничего не изменится, я не изменюсь. Tad es tomēr Тогда, несмотря на все это, gribu gavilēt savam kungam я хочу прославлять и радоваться, веселиться своему Господу un likt izpausties savam priekam и выразить свою радость par savu glābēju, о своем Спасителе, savu Dievu. о своем Боге. Jo Dievs tas kungs ir mans spēks. Потому что Бог
Господь, Он сила моя, un darīs manas kājas vieglas, и сделает мои стези или мои ноги твердыми. kā kalnu kazai. Kā Tūlīt ar apstīšos, как и для лани. un pāri maniem augstumiem И над моими высотами radīs man ceļu укажет мне мой путь un vedīs mani. и проведет меня или будет вести меня. Redzat, šajos divos pantos 9 reizes Habakuks saka, savs dievs, mans dievs. И обратите внимание, в этих двух стихах Аввакум говорит «мой Бог». Эти слова. Він savs Dievs un mans Dievs. Jā, viņš saka, es gavilēšu savam Я dievam, буду, можно сказать, радоваться своему Богу и моему Богу. jo Да? Dievs tas kungs ir Он mans говорит эти spēks. слова «мой» и «своему Богу». Бог – моя сила. Un otrais punkts, ja kā es gribu pierakstīt, ir, И второй пункт, который я записал. lai arī kāds trūkums vai nedienas ir tavā dzīvē, Несмотря на бедствия, которые присутствуют в твоей жизни, lai tev ir prieks par savu glābēju Jēzu Kristu. чтобы ты имел радость о своем Спасителе Иисусе Христе. Jā. Un trešais, tas kungs ir mans spēks. И третье, Господь сила моя. Es esmu centies savā spēkā, Я старался своими силами, bet es lūdzu, kungs, ka tu nāc un esi mans spēks. но я прошу, Господи, чтобы Ты пришел, и Ты был моей силою. Mēs šodien ar sievu skatījāmies dokumentālo filmu par kristiešu vajāšanām Indonēzijā. На этой неделе мы с женой рассмотрели документальный фильм о гонении христиан в Индонезии. Un tur bija kāds kristietis, И там был какой-то христианин, kuru radikālie musulmaņi satvēra un sita. которого схватили радикальные мусульмане и избивали. Un tajā brīdī šis kristietis sauc uz Dievu, kungs, palīdzi man. И в тот момент, когда его избивали, он взывал Господу, крича: «Господи, помоги мне!» Un sitēja viņam teica, tavs Labi. И избивающие говорили ему: kungs tevi nedzird. «Твой Господь не слышит тебя». Un uz atvedām viņa vēl ar mačeti sadūra viņu daudzas reizes. И, уходя, на прощание его закололи мачете многократно. Un atstāja tur nosiņošanai, И оставили его иссякающего кровью. apklāja ar banānu lapām. И накрыли банановыми листьями. Un tomēr šis vīrs 8 dienas pavadīja mežā. И, несмотря на это, 8 дней этот муж провел в лесу. Un viņš rāpoja, lai izdzīvotu kaut kā. Он прополз, чтобы выжить. Un tad viņi atrada šie kristieši pēc 8 dienām, И un по истечении 8 дней христиане нашли его. viņu izglāba, un viņš izdzīvoja. Его спасли, и он выжил. Изрубленный мачетями. Un tas, ko viņš pēc tam teica, И то, что он сказал после, ka šī pieredze viņu stiprināja ticībā, что этот опыт укрепил его в вере. un tieši tas viņu pēc tam mudināja iestāties Bībeles skolā un evaņģelizēt vēl vairāk. И это еще повлияло на то, чтобы он поступил в библейскую школу, чтобы мог он проповедовать еще больше, с большим усилием. Un tas, kas viņā pamodās, bija Dievs tas kungs. И то, что в нем просыпалось, это был Господь Иисус. Jā, viņa svētais gars, Это Его Дух Святой. ko mēs nereti neredzam ar acīm nemaz, Зачастую мы не видим своими физическими глазами, bet kas mīt katrā Jēzus Kristus sekotājā. но который обитает в каждом последователе Иисуса Христа. Un par spīti grūtajai vai pat mūkošajai pieredzēji, И несмотря на этот горький или мучительный опыт, Dievs dara visu jaunu. Бог сотворяет все новым.
Viņš atjauno spēkus un dod jaunu spēku. Он дает нам новые силы. Un viņš pats, kurš Kristus nopelna dēļ, И Он сам из-за Христа, man ticot uz Dieva dēlu верую в Сына Божьего, un no sirds nožēlojot grēkus, от всего сердца каясь в своих грехах, kristoties принимая крещение un saņemot arī šo svētā gara dāvanu, и получая дар Духа Святого, tagad mājo manī. теперь Он же обитает во мне. Un šis spēks man ir pieejams, ja es tam ticu. И эта сила доступна мне, если я верю. Un šis spēks sāk mani vadīt И эта сила начинает вести меня no spožuma uz spožumu от света к свету un dara manas kājas vieglas, и делает мои ноги легкими, pat kā kalnu kazai. как лани. Es biju Izrēlā tās kazas lēkā no vienas klints uz otras. Будучи в Израиле, я видел, как эта лань прыгает с одной скалы на другую. Jā, Dievs radījis brīnišķīgu dabu. Удивительную природу сотворил Господь. Un vēl Dievs mani vada pāri maniem augstumiem. И еще Господь ведет меня через высоты. Reizēm ir kalns man priekšā. Иногда гора может стать перед нами. Es neredzu, kas ir otrā pusē, И я не вижу, что за горой. bet es zinu, ka Dievs man aizvedīs tur. Но я знаю, что Господь проведет меня. Ja es ticēšu, ka Dievs to var. Если я поверю, что Богу это возможно. Un tādam Dievam es ticu И такому Богу я верю. un uzticu savu dzīvi. И полагаю, можно сказать, возлагаю свою жизнь или полагаю свою жизнь в Его руки. Un zinu, ka mana dzīve ir drošās rokās. И я уверен, что моя жизнь в крепких руках Его. Te uz zemes Здесь на земле un tur mūžībā. и там в вечности. Ja tu esi šodien atnācis meklēt Dievu, И если ты пришел сегодня искать Бога, un tu dzirdi šos vārdus par Jēzu Kristu, и ты слышишь эти слова об Иисусе Христе, kurš ir glābējs, который является Спасителем, kurš ir ceļš, patiesība un dzīvība pie debesu Tēva, который является путь, жизнь истинной к Отцу Небесному. un tu sirdī tici, ka Viņš ir tavs kungs, И в своем сердце ты веришь, что Он является твоим Господом, bet tu to nevienam neesi teicis, но ты это никому до этого не говорил. tad Dieva vārds saka, Тогда Слово Божье говорит следующее. Romiešu vēstulē 10. nodaļā 9. pants. Послание римлянам, 10 глава, 9 стих. Jo, ja tu ar savu muti apliecināsi Jēzu par kungu Если ты своими устами исповедуешь Христа своим Господом un savā sirdī ticēsi, и в своем сердце будешь веровать, ka Dievs viņu uzmodinājis no Что? miroņiem, Бог воскресил его из мертвых, tu tiksi izglābts. ты будешь спасен. Tad es tevi aicinu, Поэтому я призываю, приглашаю тебя. nāc un met kaunu pie malas. Оставь весь стыд, брось в сторону Un apliecini to visiem klātesošajiem, и признай перед всеми присутствующими Dievam, Богу, Sātanam, дьяволу, eņģeļiem un dēmoniem, ангелам и демонам, ka Jēzus Kristus ir tavs kungs, что Иисус Христос является твоим господином, un tu vēlies piederēt viņam, и что ты хочешь Ему принадлежать, jo ir kaut kas spēcīgs, потому что есть нечто сильнее. kad tu to pasaki, Когда ты это говоришь, jo tajā brīdī ir brāļi un māsas, когда ты говоришь публично, потому что в присутствии братьев и сестер, kas var sākt iet tev līdzās, которые могут последовать за тобой, lūgt par tevi молиться о тебе un uzņemt tevi Dieva ģimenē, и принять тебя в семью Божью, kas ir draudze, которая является церковью, kas esam mēs šeit. которая мы здесь, которые собравшиеся здесь. Tāpēc pāri visam nepaliec viens. Поэтому сверх всего не оставайся одним. Nāc un arī saņem aizlūgšanu.
приди и получи эту молитву. Bet, ja tu nekad neesi apliecinājis, ka Jēzus Kristus ir tavs kungs, Но если ты никогда не признавал Иисуса Христа Нет. своим Господом, ja tu sirdī tici, но если в своем сердце ты веруешь, tad kas tev kavē to apliecināt? какая причина препятствует тебе это засвидетельствовать? Te ir iespēja nākt priekšā un Здесь есть apliecināt. возможность прийти вперед и об этом засвидетельствовать. Katrā ziņā jūs zinat, kur meklēt. Вы знаете, где искать. Lūksim Dievu. Помолимся. Jā, dārgais debes Tēvs, Да, дорогой Господь, Отец Небесный, paldies Tev par Tavu neizmērojamo žēlastību. спасибо Тебе, благодарность за эту неисчерпаемую милость. Paldies, kā rakstīts Lūkas evaņģēlijā 19:10. Благодарность Тебе, как написано и в Писании, в Евангелии от Луки 19:10. Cilvēka dēls ir nācis, lai meklētu un glābtu pazudušo. Сын человеческий пришел для того, чтобы найти погибшее. Es lūdzu, Jēzus, ka Tu nāc un atrodi katru no mums. Я прошу, Иисус, чтобы Ты пришел и нашел каждого из нас, Kas vēl staigājam pazuduši, каждого, который еще идет путем погибели, kā aitiņi, kas nomaldīsies no sava ganām pulka, как овца, которая отошла от стада своего, kur ir viena, которая одинока, одна, kur nav kas pabaro, и не имеет никого, кто мог бы подать ей пищу, nav kas padzirda, дать воды ей, kur ir kā bez gana. которая, как без своего пастуха. Es lūdzu, Jēzus, jā, ka Tu atrodi katru no šīm pazudušajām Я avīm. прошу, Иисус, чтобы Ты мог найти каждую пропавшую овцу Un ved pie sevis, и веди к себе, samīļo, обними своей любовью ее, apkop rētas исцели все эти раны un parādi, cik ļoti Tu mīli. и покажи, насколько Ты любишь ее. Un dod drosmi un pazemību И дай смелость и крутость Tevi mīlēt atpakaļ, Тебя возвратно любить, jo Tu mūs pirmais mīlēji. потому что Ты нас первый возлюбил. Tev ir slava un gods. Тебе вся слава и честь. Tēva, Dēla un Svētā gara vārdā. Во имя Отца, Сына и Духа Святого. Аминь. Āmen. Аминь. Аминь.